открыть мечеть имени Аиши, пожалуйста. Мечеть имени Абдулла Мухаммедовича, пожалуйста. Печать вам дадут, все дадут. Устав. Значит, устав, когда вы будете писать, вы должны там четко все написать. Да, нет, да, нет, да, нет. То есть, что вы не будете практиковать исламское право на территории США и так далее, и так далее, и так далее. Правильно? Правильно. Значит, Шамиль, не ведись на провокации. как только вы подписываетесь под этими бумагами, вам дают печать. Ваша Мы можем подписываться под кафирскими законами. Мы не имеем права, мы мусульмане. Как только вы получаете печать, с этого дня вы мусульманская организация Калифорнии. На уровне общественной организации. Ну, как клуб любителей собак, змей, зверей, Иисуса Иосифовича. Как все. Как все. Как это у индийцев есть это Хануман, Бога, храм здесь. Да, я по всем уважению, моего брата мусульманин тащит в куфр. Я не позволю. Шамиль, если ты скажешь, да, мы подписываем, ты совершаешь куфр с таутским законом, как ты можешь соглашаться, будучи мусульманином? Шамиль, это твой воин, да? Ты его с собой привел? Но это мой брат, я буду защищать своего брата до последней капли крови. Это моя обязанность. Да будет тобой, да будет Аллах. WS, такое чувство, как будто вы издеваетесь над людьми. Это, вот видишь, вот так они нас разъединяют. Вы кафиры, лицемеры, лжи, вы наговариваете на... Почему вы включаете его? Я не понял. Это Вени Видевичи. Их начало. Нет, включите WS. Этот халиф, опасный провокатор. Вот видишь, я за тебя ступаю с именем Аллаха. Вот видишь, как они нас разъединяют. Ты даже не должен, ты должен сказать, Аллах нам поможет построить шариат во всем мире. Мы же ждем Махди. Почему ты это грязных кафиров слушаешь? Почему ты поддаешься на эти лживые, такие, как тебе, лицемерные вот поддачки? Мы не обязаны их Мы ничего слушать. плохого не говорим, WS, мы ничего плохого не говорим. WS, я Хотите моего брата ввести в заблуждение? Моего Нет, брата мы не хотели, мы мусульманина. просто хотели его послушать, мы никого не хейтим. WS, я аплодирую твоему актерскому мастерству, потому что я в моменте в натуре поверил в это. Si vous êtes super Какой plus, крепкий иман. Эти Машаллах, кафиры. Я тоже прям Смотри. Имам Шамиль герой для вас? Ладно, давайте. Талант, герой уммы и мусульман. Он на Северном Кавказе, имам Шамиль хотел ввести шариатское право, установить шариат на этой грешной земле, где были солнцепоклонники, идолопоклонники, фалосопоклонники, и он хотел это искоренить. Иншаллах, это наш герой. Да, молодец, я тоже согласен. Полностью согласен с тобой. Всем принципу свободы. si vous êtes super plus, c'est la... Подождите. Можно я вам вопрос задам? Ты не должен бояться, мы вместе. Даже если нас двое, Аллах с нами. Все ангелы с нами. Не бойся этих грязных кафиров. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه, да? Аллах, иншаллах. Хотят они этого или нет, мы, иншаллах, с помощью Аллаха и с помощью ангела, и наш долгожданный Махди придет, мы... проповеди не читать. Эдуард, ты же говорил, что здесь проповеди не будут. Да, WS, нельзя, да, у нас договор здесь. Дядя, ты же в Лос-Анджелесе по-братски, тебе ближе всего до Оскара дотянуться, чтобы WS подарить. Сейчас принесу, подождите. Профессор Маликов, я думаю, из аудитории тоже к вам будут вопросы.
Если будете любезны ответить, будем очень Я благодарны. вам хочу рассказать про вы же гуманисты. Я Нет, слушал, мы антигуманисты. Не ну, наговаривайте. американцы гуманисты, да. Гуманизме, короче, свобода в гуманистических рамках. Есть такой гуманизм, голландский профессор, его лекции я слушал, он говорит, что межрелигиозные диспуты допускать нельзя, иначе, мол, типа война будет. Так свобода, вот эта Женевская харта. А почему ты призываешь Путина, Кадырова, Лорда, чтобы убивал чеченцев? Я не призываю это, я призываю, Ты чтобы вас призываешь. назвать. Убивать? Нет, я сказал, обратить плохо? внимание. Ребят, Подожди, спуститесь на землю. подожди. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, здесь, он очень плохо. Ребят, спуститесь на землю. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, здесь оскорбляют, вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Почему их не ловите? Это что такое? Это ты? Почему не объявляете розыск? Поймете, Хамзат Дильмханов, патриот, лорд, к вам обращаюсь. Это ты, старый петух? Срочно найти Это вырезка. антитеррору и его окружение. Найдите чеченцы их. Шамиль, Срочно тормози, найти. ты уже борщишь в натуре. Антитеррору и его окружение. Я Найдите сказал, на чеченцы диспут их. позвать. Тормози, говорю, Узнаете, Шамиль, я это уже реально убивать ты не борщишь. переживаю. блядь. давите на них, как обычно давят кадыровцы на ваххабитов. Почему Вот. не давят на тех, которые оскорбляют пророка, алейхиссалату вассалам, и Шамиль, ты религию понимаешь, ислам? ты сидишь в Европе. Ведь в когда Европе. Подожди, Шамиль, ты понимаешь, что ты? Ты сидишь в Европе, М. в страну, которая ведет боевые действия с другими европейскими странами, и ты офицеров этой страны призываешь убивать людей, которые находятся в Европе. Ты Я понимаешь, же не что... сказал И убивать. притом ты мало того, что ты это делаешь, еще и записываешь, и еще и раскидываешь. Подожди. Ну да, я скажу. Это что Где там такое? есть Очень убивайте? плохо. Я Ребят, сказал, вы убили двоих. спуститесь на землю. Послушай до конца. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, здесь оскорбляют, вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Это что? Нет. Я сказал, если по Почему справедливости... ты боишься, Шамиль? Ладно. Инша Аллах с Да, я нами. Ты должен сказать, Да, я объясню. По справедливости... да, я мы говорю, будем если- это делать. Это нам пророк Не-не-не. Скажи, не да, перебивайте. мы будем делать люди, это. дайте ему сказать, Я пожалуйста, сам дайте знаю, ему что мне сказать. сказать. Что но вы я его в субтитрах перебиваете? не нуждаюсь. Смотри, я Боишься, Аллах же с нами. Ага. И 4 английских пулемета, да? Давай, дай мне сказать. Я это говорю. Я говорю, подожди. Я говорю, что за двойные стандарты. Если там, если вы такие искренне, если бы это было ради Аллаха, а не ради нации, или там свою нацию возвеличивать, или напугать террор, то есть, да, я говорю, должны были бы так тоже делать. Но я не призываю это делать. Я говорю, за круглый стол, вот как с антиабрамистом, как антитеррором, Ты как кто с вами, такой? да? Просто скажи, ты кто Афера, такой? Я говорю, за круглый стол. Подожди, Не, подожди. я вызываю вас ради я не призываю к террору. Понимаете? Я говорю, придите, поговорим. Если вы родноверие, уважайте свою родню. Правильно же? Мы Родню же надо поговорим в уважать. другом месте. А? Поговорим, с тобой поговорят в другом месте, понимаешь? В каком месте? Ну посмотришь ты. Ты же хотел... По закону. Подожди, По закону. подожди. По закону. Ты же хотел сюда приехать. Ты призываешь убивать наших родственников, которые вы же находятся убиваете. в Чечне. Они же убивают ваххабитов тоже. Старого убили, Анзора убили.
А вот Так я здесь ваххабиты это нахожусь. кто? Ваххабиты это кто? Ваххабиты это кто? Ну, чеченских ваххабитов они же убивали. Салафиты? Ты скажи правильно, салафиты ваххабиты это, да? Разницы нету, это одно и то же. Теперь я говорю, почему Тогда двойные почему ты не стандарты? говоришь? Слушай, я говорю, если они любят пророка, как это в 33-46 аяте, «Ан-набию ауля биль му'минина», тогда я говорю, почему такие двойные стандарты? Почему не режете, да? Нет, нет. На диспут позвать надо. Вот хотя бы по российской конституции, там 3 года идет за оскорбление. А вы граждане, Ишак, послушай меня. а вы Ишак, граждане с тобой в Российской другом месте Федерации. Вы поговорят. воспитывались в Все, России. закрой рот. Вы воспитывались в России. Вы выходцы из России. Вы родились в России. Так что уважайте Все, хотя ты бы. понял все. Ты понял все. Нельзя, смотри сюда. В Израиле есть закон, тоже такой же, 170-я статья, Не пофиг, что в запрещающий Израиле. оскорблять. Не пофиг, что в Израиле. Ты Понимаешь? Не надеешься. пофиг. СМ, мы с тобой общались. Что? Твой брат здесь находится в Антверпене. Ты Да, сказал, я что он знаю 25 это, лет я знаю все. дальнобойщиком работает. Ты хотел познакомить. Ты призываешь меня убивать, да? Я Вы не призываю преследовали убивать. моих родственников? Нет, я против убийств. А, да? Конечно. Всё понятно. Смотри, я имел в виду эти кадыровцы, если это было ради Аллаха, я говорю, чем убийство. Вот, например, 3 месяца назад в Германии чеченца Подожди, убил. кадыровцы действуют ради Аллаха, ты думаешь, да? Я это и хочу разоблачить, что это не ради Аллаха показывает. Ну пойми, смотри, я говорю, Подожди, ты меня бросаешь как приманку, да, чтобы меня резали, чтобы моих родственников, да? Нет, я говорю, подходите справедливо, когда мусульманские, например, Ты хочешь кто-то поставить в Бельгии шариат, их да? Ты хочешь шариат в Бельгии установить, да? коллективную ответственность они по отношению к нам делают, а по отношению к вам не Ты делают. хочешь в Бельгии установить шариат? Нет. А где там шариат в Бельгии? Скажи мне. Смотри, здесь министр юстиции Бельгии Пол Фантигл в тюрьме, я слушал передачу Де Авспрак, он говорит, здесь мусульмане имеют право исламскую партию открывать, и исламскую школу, исламские суды. Понимаешь, мы имеем это право. Я Ахмаду Закаеву тоже говорю, хватит играть в демократию, или у нас же есть за наши налоги, Подожди. Да я не закончил. Закаева, не этого Шушера ФСБшного, не Жамбулата, не Абу Хамзу, понимаешь? Это все ФСБшники, блядь, как и ты, понимаешь? Я ФСБшник. Уксуму билля. Да, подожди, да убьет Аллах ФСБшников их штукатырь. подожди, перед всем народом, врешь. когда чеченцы принесли вам шариат в 99 году, ты на стороне русских стрелял в спину своих братьев салафитов. Это неправда, что ли? Неправда, конечно. России, блядь. Неправда. Да? Наши новочертанцы вообще ни в кого не стреляли. Тихо. Тихо. Подожди. Как всегда, 99-й год. Окей, я разъясню тебе. Когда Басаев позвал, люди басаевские пришли, 50 человек там наши собрались, потом 15 человек Урус-Мартан отправили. Это пофиг, понимаешь? Сказали Басаеву, не иди на Дагестан. Это провокация. Басаев не послушался. Подожди, срочно, чтобы ты вот это извинение сделал, блядь, и все, и убрал свои эти фигни, понимаешь, блядь? Говнюк. Дядя, ты можешь этот базар закончить? Смотри, как ты разговариваешь? Ты меня пугать хочешь, что ли? Еще ни один не родился на этом свете, чтобы меня напугал. Шамиль, у меня вопрос. Вот этот парень, который убил учителя во Франции, он был кадыровцем? Куда ты делся? Замучили его. Вопрос к дяде можно?
Включите его, кто его выключил. Можете не перебивать? Дайте я к ним обращусь. Имам, по-братски, совсем моим к тебе уважением. Шамиль, Ракадав, я сейчас вас включу. Пожалуйста, давайте прекратим этот разговор. Не хочу, чтобы на наши каналы приходили жалобы. Здесь будут, наверное, недоброжелатели, которые будут бросать жалобы после таких разговоров. Поэтому я вас очень сильно прошу, убедительно. Ко мне несколько сразу писем пришло в личку, что дядя это, пожалуйста, попроси от нашего имени. Так что прошу у вас у всех прощения. Я сейчас вас подключаю. Дядя, вот с этого человека надо спрашивать, он призывает реально Дайте мне чеченцев. договорить. Во-первых, Минутку. я в тюрьме. Подожди, Шамиль, у меня к тебе вопрос. Вы выслушали меня? Я в тюрьме был, Шамиль. когда этого зарезали француза. Минутку, подождите, Шамиль. Я Шамиль, выступил подождите. против этого. Я Шамиль, всегда был я против сейчас вас этого. выключу. Я сейчас вас выключу. Подождите. Подождите, разберемся. Минутку. Значит, пожалуйста, не пишите мне в личку. Уважаемые друзья, имам, где тот парень, чеченец? Блин, это... Прошу вас прощения, во-первых, за мат. Уважаемый мой друг чеченец, пожалуйста, не блякайте. Я вас очень сильно прошу. Значит, со всем моим уважением ко всем только что дискутировавшим. Значит, пожалуйста, не говорите такие вещи, чтобы здесь жалобы кидались и так далее, и какие-то там начинались уголовные преследования. Здесь не все люди живут в свободных странах. Да, один вопрос, Пожалуйста, я вас очень сильно прошу, сейчас это сейчас по-взрослому. Все сейчас по-взрослому. Есть люди, которые живут в Российской Федерации, здесь сидят. Есть люди, которые кто в Казахстане, кто в Европе, кто в Америке, кто в Канаде. Друзья мои, в каждой стране разные законы. Здесь идут разговоры, из-за которых могут быть очень серьезные уголовные преследования в определенных странах. Вы знаете, о каких странах идет речь. Этот парень вообще там пришел в Бельгию, сказал, беженец. Его сейчас за шею поймет, в любой момент могут выкинуть куда? В Сибирь. Вот он, это Шамиль, это он не понимает. Я-то понимаю, это он не понимает. Я-то понимаю. Он-то прекрасно это понимает, но... Брат, Слушай, минутку, дай мне подождите, сказать. я закончу, а то я сам сейчас выйду, все, выключу к чертовой матери. Выйди, все. Все админы, я думаю, со мной согласятся. Пожалуйста, давайте я закончу, договоримся об одном. Значит, 99, там стреляли, этот пришел. Пожалуйста, не говорите, я вас очень сильно прошу. Это раз. И во-вторых, прошу вас без мата. Опять беседуйте. Халал пусть будет вам, друзья мои. Халал будет. Это чеченцы создали. Если у чеченцев есть вопросы, особенно в таком серьезном деле, как духовное здоровье нации, духовное здоровье и так далее, конечно, братья мои, я с вами в любой момент, я всегда на вашей стороне. Пусть будет халалом это место для вас. Пожалуйста. Все, я закончил. Спасибо, что выслушали. Спасибо. Да, один вопрос, я ухожу. Я просто... Один вопрос. Элды, Собордеш, там минута, Собордеш. Маликов, вот ты знаешь блогера Тумсу Абдурахманова, который уже на протяжении 10 лет почти что приехал в Европу, типа ему дома не дали именно религию исповедовать, что у него борода не такая, ну, как басню придумали, как обычно. Но не суть, это другая, отдельная личность. Его мы спросили, как ты считаешь? Именно личность спросили. Мы понимаем, что считает умма мусульманская насчет этого персонажа. Он называется чеченцем, хотя у чеченцев подлость, мерзость, даже по отношению к врагу, кровнику, который убил своего отца, брата, сестру, без разницы. У нас считается самым подлым, мерзким методом убивать человека из-под тишка. Так вот, ваш герой мусульман,
который посягнул на честь, так, у которого нету, кстати, ни чести, ни совести, ни стыда, вот этого пророка, так называемого, шарлатана Мухаммада из 7 века, бедуина, который оставил всю эту аморальную, мерзкую идеологию, который может женщин насиловать, детей, женщин, спящих убивать. Там целые главы есть, нападение на спящих многобожников. Так вот вопрос. Шамиль Маликов, вы считаете себя мусульманином? Вы относитесь к этой умме мусульман, которая считает своим героем того, кто убьет на так называемую, в кавычках, честь пророка, которой нету, кстати, посягнул. Вот этот учитель просто показал карикатуры уже приготовлены. Они сам их рисовал, сам их там напридумывал. Вот этот человек, Абдулла Анзоров, он не чеченец, кстати. Он ни к какому тейпу не относится. Так вот, вопрос. Для тебя лично человек, который совершил это мерзкое преступление, является ли он для тебя героем? Для меня вообще не существует понятия. Я в Коране и в Сунне не нашел герой или свобода. Свобода И мы не Коран, мы знаем... Не, подожди. Для тебя лично является ли его метод устранения того, кто не согласен с пророком, геройским поступком? Нет. Все, у меня больше вопросов нет. Смотри, во-первых, я 20 лет здесь живу. Все теракты я это критиковал за ВНТМ, когда еще до этого... Ты критикуешь тут? Не, подожди. Ты тут критикуешь, но призываешь дома, лорд, патриот. Ты призываешь насиловать хотя бы наших родных. И как мне тебе верить? Ты призываешь... Вы же зарезали, твои слова, вы же зарезали 2 французов. Почему не режете этих чеченцев? Почему не режете этих... Это твои слова. Почему вы... Это имеется в виду? Почему вы не режете этих чеченцев? Это твои слова. Это твои слова. Это вырезка. Твои слова были. Хотя бы реагировать надо же на вызов. Вырезка. Я сейчас обратно... Послушайте. Зрители, послушайте. Я обратно ставлю... Пускай зрители рассудят нас. Я ставлю твои слова. Я ставлю... Не. Я сначала ставлю твои слова, вернее, и пускай зрители рассуждают, были ли это твоими словами намеренными или нет. Зрители, послушайте, это тот же персонаж, который сейчас с нами говорит. Подожди, почему ты боишься? Подожди, это же вырезка. Пускай люди рассудят, выключите. Почему вы вырезали это все оттуда? Ребят, спуститесь на землю. Когда пророк, алейхиссалам, здесь оскорбляет, вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Пророк, алейхиссалам, здесь это уже статья. Вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Это монотеист, я ему объясняю, монотеист. Да, давайте люди, выключай микрофон. Подожди, Малик. Шамиль, подожди. Пускай люди услышат твои слова, потом будем рассуждать. Да, выключай все микрофоны. Хорошо. Смотри сюда. Очень плохо. Ребят, спуститесь на землю. Когда пророк, алейхиссалам, здесь оскорбляют, вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Почему их не ловите? Все это по духу. Почему вы включаете? Я не понял. Где Шамиль? Минутку, значит, извините, я выключил. Подождите, я разговариваю. Включи ему микрофон. Минутку, пожалуйста, выслушайте. Значит, пожалуйста, базар не превращай. Шамиль, выслушай другого, потом ты говори. Шамиль, пожалуйста, по-братски,
Давай нормально вести беседу, нормально. Выслушай, он тоже тебя выслушает. Клянусь, я его знаю. Он выслушает тебя. Тебе есть возможность говорить. Никто у тебя твое слово не имеет права отбирать, если это не мат. Дед, Шамиль, просто дайте мне пожалуйста, 33 выслушайте друг секунды. друга. Да, я выслушаю. Выслушайте его, Дед, вы ему нет, скажете. сначала мы слушаем запись разговора скайповского Шамиля 33 секунды и 39 секунд. Потом люди, которые тут находятся, рассуждают, говорил ли это Шамиль или нет. Я поставлю. Окей, Просто окей. не вмешивайтесь Окей, в это. окей, Давай окей, пускай люди окей, послушают. ради Бога, ради Бога. Очень плохо. Ребят, спуститесь на землю. Когда пророк, алейхиссалату здесь оскорбляют, вы 2 французов зарезали, а своих чеченцев почему не режете? Почему их не ловите? Почему не объявляете розыск? Поймите, Хамзат, Дильмханов, патриот, лорд, к вам обращаюсь. Ну, что мне сказать? Срочно найти. Извините, можете остановить? Пожалуйста, Срочно по-братски найти. остановите. Мне Анти- реально клянусь. Пожалуйста. Дайте дослушать. Почему вы вмешиваетесь все время? Нам интересно. Нет, давайте докончим. Лучше люди должны этот разговор услышать. Я 100% уверен, что рассудить должны люди. Антитеррор срочно найти. Антитеррору и его окружение. Найдите чеченцы их. Узнайте, откуда, с какого тейпа, и давите на них, как обычно давят кадыровцы на ваххабитов. Почему не давят на тех, которые оскорбляют пророка, алейхиссалату вассалам, из религии ислам? Ведь когда Кадырова маму задел старого быстро, убили. Тут где начали? 1,5 года уже, как я с тюрьмы пришел, так без конца издевается над религией. И на шариатский суд не приходит. На суд Нохчала тоже не приходит. Теперь, дед, задай любому тут присутствующему вопрос. К чему этот человек призывает? Как чему? Я ему говорил это. Я ему говорил. Убийство. Позавчера я. Он Я призывает к позавчера. убийству. Весь. Вот клянусь. Честно, позавчера зашел к нему, я. Там хулиганы были, не успел ему сказать. Скажу, Шамиль, ты не делай такие вещи. Клянусь. Могут подтвердить, там много людей видели. Раско может подтвердить. Говорю, не делай. Блин, ты и так беженец, ты и так тяжелая у тебя жизнь. Не делай. Не понимает он, понимаешь? Не понимает. Он вообще не понимает, что он делает. Он дурачится. Как вам Дай свое сказать? оправдание, пару слов скажешь, что ты можешь сказать в оправдание. Это призыв к терроризму и экстремизму в демократических странах. Ты вообще понимаешь, что ты несешь? Алло. Понимаешь ответственность этим словам? Религии на уровне. Подождите. Это кадровцы. Я ему искренне получается, не Аллах уважает. Это французы, может быть, там Европа плохая и так далее. Смотри. Ты не призываешь. За что? Не слышно.
Он чё за скотина просто? Да, ты представляешь, я, будучи чеченцем, вошел бы в вашу религиозную жизнь армян и призывал бы армян убивать, резать, насиловать родных армян. Ты представляешь, какое бы я чмо было бы в данной ситуации? Ситуацию, брат, за кого ты разъясняешь? Мы не знаем этого гнома. Не, просто, что ты представляешь, он вошел в нашу жизнь через вот эту грязную, аморальную идеологию ислам и призывает чеченцев резать чеченцев. А что, в Дагестане что, нахрен нет мусульман, мужчин, которые бы нас... Почему ты к ним не призываешь? Почему ты к дагестанцам не призываешь резать чеченцев, которые недовольны этим дерьмом арабским? Почему ты именно из нашего народа выбираешь тех же самых, которые именно недовольных, против них взываешь против меня, именно моего чеченца? Что, в Дагестане нету мужчин нахрен? Это хороший вопрос, WS. Это хороший вопрос. Почему он к Кстати, он своим призывал не меня взывает? резать. Меня резать призывал он, ВС. Уважаемый, можно я расскажу вам кое-что? Антиавраам. Он говорит, этого антиавраамиста надо, говорит, очень сильно наказать. Не, он сейчас нехорошее место попал по этим. Он думает, что сейчас он скажет здесь, что это не так. Он будет отвечать по закону за эти слова. Он 100%. 100%. Он отправляет разные... Да куда же он денется? Он явно сказал, убивайте. Он уже сказал это. Что мой разговор в среду я иду в ДМБ, самая контрразведка, защита Конституции и прав. Вот в Германии самое главное, что вообще спецподразделение, спецструктура, именно внешняя разведка и защита вообще всего государства. Я в среду иду, вот это все дерьмо, которое тут, я за их вонючие хвосты бусурманские, я заставлю эти спецслужбы работать. Потому что мне... В Германии, в Бундестаге, хороший парень есть, депутат, руководитель партии «Зеленых». Он этими хайванами занимается. Черкес. Прямо иду в ДМБ, я именно в главную разведывательную, антитеррористическую, вот это ислами, вот против всех экстремистов. Вот я прямо иду в эту разведывательную, и все это дерьмо выкладываю. С ними будете сюсюкаться, вилять хвостами. Я не это говорил, я не это имел. Разбирайтесь в своем дерьме сами. У нас мало времени. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Можно вопрос? Один шанс на покаяние дай ему последний раз. Один шанс. Шанс главное разведывательное управление Германии. Раз ему давали. Бог простит. Сколько раз ему давали? Сколько раз ему давали? Сколько раз у него была возможность изменить свою риторику? Почему он продолжает? Он же не маленький Брат, человек. позавчера зашел к нему это сказать. Я ему серьезно говорю, Шамиль, перестань. Хватит, говорю. Помнишь, не знаю, ты там был, не был, отпуск возьми, неделю отдохни. Лезь туда-сюда, пойди, немножко собой займись. Выключи телефон. Не надо никому ничего говорить. Почисти окружение. Этих хулиганов, мулиганов, дочка, фотография, грязь, гаджи, маджи, грязные истории оттуда, рубати какая-то. Даже я знаю уже рубати. Говорю, перестань. Он смеется. Дядя, он думал, знаешь что, как этими шавками связаться, сейчас у него все пройдет. Дядя я лично вот когда-то заходил на его канал и пробовал с ним нормально поговорить. И вывод такой, что этот человек нормального языка не понимает абсолютно. Вы что? Если бы не Шамиль,
то это бы сказал кто-то другой, уважаемый. Если бы не Шамиль, то вышел бы кто-то еще другой, который призвал бы убить этого Хармата. Ага, да, да. Процентно. У меня есть разговоры еще 2-3 личностей, Что, ты просто думаешь, есть. он Я не единственный, знаю, у да? чеченский, да, чеченский, вы знаете, на чеченских вот этих площадках нас прямо как собак мочить, говорят, нашим же языком. Живя в Швеции, как его там погоняло вот это дерьмо арабский, Абу Халид, говорит, мочить нас как собак, кто бы на нас не наткнулся. Потом с Турцией, с европейскими вот этими муджахид, мопедами, заднеприводными, кверху задами, связывается с Турцией вот этот брат Дохку Умарова, говна собачьего, то же самое, подохшего за русский международный исламский терроризм, который объявил Вилаят Кавказ и всем кефиром джихад. Вот это гребаное чмо беззубое, которое подохло без зубов. Вот это его брат Абу Хамза призывает европейских муджахид мопеду убивать тех, кто хотят демократию. То есть чеченцев, которые хотят вернуться к корням своих предков. У нас есть все разговоры. Я в среду иду контрразведку Германии, Бундестаг, мне уже я вот это все дерьмо выкладываю. Я это собирал годами. Пускай разбираются вот с этим своим арабским, русским, международным, исламским говном. Я от своего имени, я не буду ничего скрывать, ни своих данных, от своей фамилии, от своего тейпа чеченского, Эрлой тейп, 2-й, 3-й по величине. Да просто на величину мы не ссылаемся, чтобы люди понимали, я говорю. Нам без разницы, там малый тейп, больший тейп, но я принадлежу именно к этому тейпу Эрлой. Я от своего имени, и еще плюс своей жены, старшего сына, я 2 человек, и еще я 10 человек подписываю под всем этим призывом убийства, угнетения, террора, экстремизма. 10 человек. Я это полностью выложу в контрразведку Германии. Мне нахрен уже это осточертело. Вот эти угрозы, вот эти, даже прямо к 10-летнему моему сыну названивают с Турции, со всех стран. Мы тебя, твоего отца замочим, мы ваших женщин будем насиловать. Вот это все дерьмо в личку, не в общественном. Я это все выкладываю. Я посмотрю, какие вы львы Аллаха, петушки гребаные. Да, был Висей, мы вас понимаем конкретно. Мы вас всех понимаем, да. Всем спасибо. Удачи, оставайтесь свободными. Извините, братья, у нас много дел, нас просто позвали, сказали, что у нас тут дорогой гость Шамиль Маликов. Да, ты же знаешь, как мы вообще не спим, не едим, мы, короче, по уши. Честное слово, самое сладкое из всех видов сахара. Я не чаю, все блага вот этого мира не заменит тем, чем радуется моя душа. К возвращению к корням моего народа. Я рад безумно, что моя совесть, мой мозг, мой разум проснулся для благих дел. Всем свободы. Другой союзник. Это WSO. Ты наш союзник, наш извечный сосед. И никогда у нас с вами не было конфликтов, никаких из-за земельных, из-за религиозных, тем более. И мы всегда были соседями, братьями по духу, по любым вопросам. И объединяясь всегда в общем против внешнего врага, который приходил устанавливать на нашей земле свои законы. Спасибо вам, братья армяне, братья грузины, братья ингуши, братья карачаевцы, братья балкарцы. Все народы Кавказа, мы благодарим ваших предков, которые стояли бок о бок с нашими предками. И мы придем к своему исконному,
корням наших Отлично. предков, и нас больше нету пути. Оставайтесь Иншаллах, свободны. иншаллах. Иншаллах. Он меня твоей речью поразил, Ежи, до глубины души. Спасибо, Халиф. Вот я хотел сказать, вот на самом деле армяне и грузины по-настоящему самые такие стойкие, можно сказать. Потому что столько лет они терпели это исламское ярмо, и все-таки не прогнулись под него, и все-таки остались христианами. Ну, то есть армяне... Тысячелетиями нас резали, брат. Мы с чеченским народом. Спасибо за теплые слова, ребят. А Вот езидов, знаете, WS сколько выскочил, да, езидов? Знаете, сколько WS езидов выскочил. вырезали? Сколько езидов вырезали, ребята? Их систематически по сей день вырезают. Да, Кавказскую Албанию 200 лет резали. 200 лет Кавказскую. дядя, Потому что вы... даже если они будут мусульманами, их все равно не оставят. Потому что они все равно будут не теми. Ребята, вы не общались, наверное, с езидами? Это самый добродушный народ, которого я знал. Просто сердце кровью обливается, когда узнаешь их историю и так далее. Сколько их... Это очень добрые люди, вы не представляете. Этот WS, который, он выскочил, по-моему, да? Да, вроде. У него Ушел. там у него свой канал или что, как там с ним общаться? Он слово молвить не дал и выскочил. Что ты хочешь от него? У него канал есть. Нет, канал я имел в виду. Что за канал?